У сотрудников ОМОНа Северной Осетии сегодня праздник. 30 лет со дня образования. Отряд мобильный особого назначения – одно из элитных подразделений территориального управления Росгвардии. К организации праздника подошли ответственно. Наш корреспондент Фатима Дзадзоева расскажет о непростой службе. Нелегкая, но благородная профессия, которая требует высокой самоотдачи и стойкости, проявляя мужество ежедневно охранять покой и безопасность сограждан. Такой путь выбрал Таймураз Качмазов. В 1992 году, будучи 20-летним парнем, бросил учебу в ГГУ и устроился работать в ОМОН. Тогда на месте дислокации современного ОМОНа практически ничего не было. Если сравнивать те времена, что тогда было и что сейчас, конечно, это уже небо и земля. Здесь практически мы сами все восстанавливали. Когда-то здесь было училище. Потом училище закрыли, и мы все своими руками, можно сказать, все эти строили, ангары, боксы и так далее, и так далее. Ну что, молодые пацаны были, пришли, что мы знали? Ничего практически. Учились все на ходу. Личный состав всегда с честью выполнял поставленные перед ним задачи, в том числе в горячих точках. Таймураз Алексеевич вспоминает, что ребята всегда были готовы выехать на задание. Пришлось побывать в Чечне и в Южной Осетии. Каждый раз, когда на выезд уезжали, на взрывы, на перестрелки, уже когда БТР наш заезжал, мы, вот те, кто находились здесь, мы все выбегали встречать. Вот действительно, как будто уезжали, как будто близкие люди куда-то уезжают, уже мы их давно не видим. На самом деле мы так прощались как-то, знаете, как-то обыденно вроде бы, да, но в то же время, когда уже ребята возвращались, мы их вот это на самом деле запоминалось каждый раз. Позже Таймураз Качмазов все же окончил университет, а затем стал кандидатом педагогических наук. В 2004 году начал преподавать специальные дисциплины в учебном центре АВД Северной Осетии. Но каждый год в этот день вместе с другими ветеранами приходит поздравить сотрудников, которые несут в ОМОНе службу сегодня. Среди них полковник в отставке Юрий Камбулатович Газюмов, который в прежние годы руководил подразделением. Первые были я, Вели и кадровик наш. Вот это было 3 человека, которые ОМОН начали создавать. И создали его таким, что первый, сколько нас проверяли, все прочее, это был один из лучших ОМОНов России. Один из лучших ОМОНов. Сначала Советского Союза, а потом России. И я горжусь этим. Без минуты молчания возложение цветов к мемориалу, возведенному в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников, не обходится никогда. Те, кто их знал, кто с ними служил и работал, всегда вспоминают их добрым словом. Наши сотрудники, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Допустим, можем привести пример, Макеев с Деевым, это когда снимался фильм с Бодровым, они охраняли группу Бодрова, и вместе с его группой полностью, они погибли при исходе ледника Колка. Самый последний у нас погиб Иволгин майор, был один из лучших саперов республики. Сегодня сотрудники ОМОНа выполняют задачу по охране общественного порядка и безопасности. Кроме этого, личный состав принимает участие в оперативных профилактических, разыскных и других мероприятиях. Брать за период с Нового года по сегодняшний день отрядом выполнено практически около 250 служебно-боевых задач, в ходе которых было задержано 2 лиц, подозреваемых в совершении преступления. Изъято очень большое количество боеприпасов, оружия при проведении мероприятий. То есть личный состав подошел к этой дате с достаточно хорошими показателями. За годы существования отряда его сотрудники не раз принимали участие в специальных операциях, проявляя себя в боевых действиях. Бойцы ОМОНа сегодня, как и 30 лет назад, всегда готовы прийти на помощь. Алана Томаева, Фатима Дзадзоева, Алана Бзыкова. Новости Осетии.